Натуральный сок – это то, что любят люди по всему миру, ведь это дары природы, качество которого сохраняет цехи по производству соков. Узнаем вместе, как. Сейчас увидите пастеризованный сок. Главная задача упаковки – сохранить полезные свойства фруктов и гарантия за безопасность здоровья потребителя. Наверняка вы когда-нибудь задумывались, каким образом производят сок и насколько можно доверять производителям. Посмотрев нашу программу и оценив свой потенциал, возможно, и вы откроете свой цех по производству соков. А для начала узнайте подробности. Это была идея, конечно, нашего директора Умралиева Дастана. Он нашел, то есть он очень долго искал, скажем так, линию, да, само оборудование. Ему очень понравилось оборудование австрийское. Наша линия вся австрийское оборудование, соответствует всем международным стандартам, там нержавейка очень высокого качества. А это очень важно в пищевой промышленности, потому что сок соприкасается, ну и вообще сырье соприкасается с металлом. И если металл не очень хорошего качества, это все переходит в сок. Поэтому наше оборудование очень высокого качества соответствует, как я сказала, всем международным требованиям. Прежде чем создавать условия для будущего производства, то есть закупать аппарат по переработке и выпуску сока, вы должны четко для себя понять, какой сок вы хотите выпускать. Есть сок прямого отжима. Это сок, изготовленный из доброкачественных спелых фруктов и овощей, прошедший пастеризацию и разлитый в асептический пакет или стеклянную тару. Есть еще так называемый восстановленный сок, произведенный из концентрированного сока и питьевой воды, то есть в нем могут быть добавлены концентрированные натуральные ароматообразующие вещества, произведенные из одноименного сока либо из одноименных фруктов или овощей. И изначально вот вместе мы с нашим директором начали поднимать это производство по выпуску соков прямого отжима. Ассортимент на данный момент 7 видов. Это яблочный, яблочно-грушовый, яблочно-свекольный, яблочно-морковный, яблочно-сливовый и мультифрукт. То есть там смесь уже. Есть еще вишня. Эти все 7 видов фасуются как в 3-литровые бекенбоксы. Это значит пакет в коробке, если вы увидите потом. И в стеклянной бутылке объемом 0,75 литров. Наш сок уникален тем, что он производится методом прямого отжима и пастеризуется при 85 градусах. То есть это позволяет сохранить его все, скажем так, питательные и полезные свойства. Мы не стерилизуем, не добавляем воды, не добавляем никаких консервантов. Единственное, что мы добавляем, это аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота – это витамин С, это чисто как обогащение. Производство, которое не первый год на рынке, имеет свои сады, где выращивают фрукты и поставляют к себе же в цех. Насколько мы знаем, у этого цеха такие же планы. Что ж, пожелаем удачи. Кстати, когда яблоки, груши или другой вид из ассортимента фруктов подается первичной очистке, то есть мытью, воду надо использовать только холодную, потому что от теплой воды верхний слой станет размягченный и окислится. Вручную работники цеха убирают фрукты, чье качество не соответствует, ведь гнилое яблоко, пусть даже в таком многотоннике, может испортить вкус всей продукции. У нас есть свои поставщики и свои менеджера, которые нам заготавливают нам сырье. Это с юга. На юге у нас 2 поставщика. И местные поставщики, и есть и сыкульские поставщики. Сейчас на данный момент яблоки у нас с юга, а груши у нас с Иссыкуля. Сейчас сделаем мы миксованный яблочно-грушевый сок. Ну, пока в этом году с сырьем очень все в порядке. В прошлом году у нас были проблемы. Там было у нас неурожай. Из-за этого у нас не очень хорошее производство было. В этом году все нормально. Производство очень хорошее. Все успеваем. Нам поставляют. Раньше фрукты и ягоды хранили в ямах, погребах, но так как на дворе технический прогресс, сейчас строят стационарное хранилище большого объема. Также холодильники применяют стерилизацию и замораживание. По миру используются разные способы для сохранения плодовочной продукции. Некоторые даже используют вот такие автоматические бункера.
Наше здание, оно арендуемое, вот мы 3 года арендуем. К следующему году, на данный момент сейчас строится у нас рядом, вот тут выше, складские помещения. Там будет храниться наши яблоки, ну и помимо еще овощи. А вот и производственный цех, с которым мы вас и ознакомим. Он расположен в Чуйской области, в небольшом городе Шапоков. В данном месте работает более 30 человек. Это 1 тонна в час по готовой продукции. Работаем мы 24 часа в сутки, в 3 смены люди работают безостановочно. Наши работники – это местные жители, в основном Сокулук. Итак, приступим к общему процессу. Яблоки моют, душируют, потом их отбирают, то есть гнилые и ненужные в отдельную тару. А потом пропускается через моечно-дробильную машину, где установленные ножи режут. И потом размельченный состав идет на пресс, где и выжимается из фруктов сочная мякоть, что мы называем сок. Это и есть сок первого отжима. Пенку убирают отдельно. Потом через систему фильтрации сладкая жидкость поступает вот в такие специальные бочки, откуда идет на разлив. А мякоть отдельно выпадает в отдельный ящик. И вот таким образом поступает уже до потребителя. В сутки где-то 20 тонн сырья, и выходит где-то 14-14,5 тонн готовой продукции. Единственный отжим, вот он сразу же разливается вот в емкость, промежуточные, добавляется аскорбиновая кислота, и если это чистый яблочный сок, он идет сразу на фасовку. Если он миксованный, то сверху добавляется, например, груша или абрикос, в зависимости от того, какой мы хотим сок произвести. К сожалению, вакуумные упаковки, спецкоробки, стеклянные бутыли и, собственно, закрывашки даже у нас в стране не выпускают, поэтому приходится их закупать в России, где спецрейсом высылают в Кыргызстан. Теперь вы знаете, как производят сок, в каком качестве, в каком количестве, на каком оборудовании и каковы перспективы. Мы будем строить завод по требованиям международного стандарта. И также будем производить соки по требованиям международного стандарта. Тогда мы можем выйти на экспорт, на Европу. А пока что вот Россия, Казахстан у нас